Здравствуйте. Вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. В Анабарском районе пьяный водитель сбил ребенка. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Он предстанет перед судом по обвинению в нарушении лицом, управляющим механическим транспортным средством в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По версии следствия, в мае этого года обвиняемый нарушил правила дорожного движения, двигался на скорости, не отвечающей дорожной обстановке, и совершил наезд на малолетнего ребенка, который в результате ДТП получил тяжелые травмы. Медицинское освидетельствование выявило у обвиняемого наличие алкогольного опьянения. В Усть-Майском районе руководителя старательской артели привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Как сообщает прокуратура региона, к ним обратился бывший работник артели. По его обращению была проведена проверка. Она установила, что зарплата задерживалась, а также были установлены факты необоснованного включения полевого довольствия в составную часть заработной платы. Кроме того, невыплаты надбавок за работу с вредными или опасными условиями труда. По результатам проверки локальных нормативных актов общества выявлено, что в них не отражены условия о выплате зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении или других выплат, причитающихся работнику в случае их задержки с уплатой компенсации, а также отсутствуют нормы, регулирующие порядок индексации зарплаты работникам организации. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а работодателю назначен штраф в 15 тысяч рублей. Участковые в Нерюнгри провели проверки по фактам пьяных преступлений. В одном из баров города пьяный посетитель набросился на работницу бара. Мужчина стал душить девушку и нанес побои. Участковый предварительно установил, что злоумышленник ранее был отвергнут потерпевшей и таким образом решил выяснить отношения. Также в Нерюнгри нападению со стороны 52-летнего мужчины подверглась медработник в приемном покое наркологического диспансера. В пьяном угаре подозреваемый пытался проткнуть ручкой глаза женщины и также нанес ей различные телесные повреждения. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Угроза убийством» или причинением тяжкого вреда здоровью. Мошенники звонят жителям Якутска с фальшивых номеров банков. По сообщению регионального МВД, в Якутске участились случаи мошенничества с банковскими картами. Горожанам поступают звонки с номеров банков. Звонящие представляются сотрудниками одного из крупнейших банков России. Аферисты под разными предлогами просят продиктовать данные с карт и трехзначный код проверки, указанный на обратной стороне. Так, 50-летнему жителю столицы республики поступил звонок. Звонивший представился сотрудником банка. Он предупредил о том, что якобы мошенники пытаются завладеть его деньгами, и предложил помощь в предотвращении хищения. Для этого лжесотрудник банка попросил потерпевшего продиктовать ему номер карты, а также СМС-код для подтверждения операции. Мужчина поверил звонившему и выполнил все его указания. Затем потерпевший проехал в офис банка, где ему сообщили, что с его карты списали около 350 тысяч рублей. Перейдем к происшествиям в мире. Береговая охрана Италии вывезла на берег команду сухогруза, выброшенного на скалы у побережья Сардинии. Крушение произошло из-за плохой видимости и неблагоприятных погодных условий. Подробности в следующем материале рассказывает Сергей Берец. Сухогруз под итальянским флагом CDRY Blue в минувшие выходные наскочил на скалы у юго-западного побережья Сардинии. Судно следовало в испанский порт Аликанте с партией кофе на борту. Служащие береговой охраны организовали спасательную операцию. С помощью вертолетов они вывезли на сушу 12 членов экипажа. Крушение произошло в ночное время, и эвакуацию пришлось отложить на несколько часов из-за плохой видимости и шторма. По информации сетевого издания «Сардиния Пост», капитан сухогруза вскоре после выхода из порта Кальяри принял решение изменить курс. Специалистам предстоит обследовать место аварии, чтобы выяснить, не произошла ли утечка топлива. Когда волнение уляжется, будут предприняты попытки отбуксировать судно в док для ремонта. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.